Сегодня Сибайское АТП обслуживает 6 маршрутов. Услугами предприятия ежемесячно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Ежедневно на городские, пригородные, междугородние рейсы выезжают десятки водителей. Что примечательно, коллектив автотранспортного предприятия, пожалуй, один из немногих, где основной костяк рабочих долгие годы остается неизменным и преданным своей профессии. Это водители с большим опытом и высоким чувством ответственности за тех, кто находится в салоне автобуса. Крепче за баранку держись, шофер. Их негласное правило. Я пришел в году 83-м, по окончании школы. Привел меня сюда отец. У меня вот здесь всю жизнь проработал тоже на автобусе. Ну, не здесь, в Баймакском АТП. Пришел сюда, я в Сибайское АТП. Остался работать на автобусе, и вот работаю с 87-го года на автобусе, на междугородье. В Уфу езжу, Екатеринбург езжу, Сургут, в Москву ездил, коммерсантов возили мы 7 лет. Все, так и работаю. Работа нравится просто. Надо любить свою работу. Действительно, АТП может по праву гордиться ценными кадрами. Такие специалисты, как Разиф Мазгаров, не только в автотранспортном предприятии, но и во всем городе на вес золота. Без помощи автоэлектрика не обходится ни один владелец автомобиля. Через умелые руки Разифа Хурматовича ежедневно проходит весь автопарк предприятия. Нефазы, пазы, даже современные так называемые спринтеры, каждой технике у опытного автоэлектрика свой подход. Здесь нельзя подвести, говорит мастер, ведь от моей работы зависит бесперебойное движение городского транспорта и, конечно же, безопасность автобусов. АТП я пришел в 89 году шофером второго класса, на КамАЗе работал до 2000 года, потом перешел на автоэлектрика. Это работа сейчас у меня не трудная, легко справляюсь и приходится в выездном характере тоже отремонтировать. Хотя машины новые, фазы, дефекты бывают, мы устраняем по-своему. Необходимо отметить, что асы своего дела охотно передают опыт новичкам, и им есть на кого равняться. Почти полвека отработал на предприятии Фарид Абдулин. Долгие годы он был водителем, затем слесарем, выбранному один раз делу, вернее предприятию, остался верен навсегда. В 71-м устроился учеником слесаря. И слесарем работал до армии, после армии пришел шофером. И вот в этом году опять перешел с слесаря. Через 44 года вот в АТП. Всех героев нашего сюжета объединяет одно – преданность родному коллективу и любовь к своей работе. Плюс к этому все они недавно отметили юбилеи. Этим людям не свойственны такие понятия, как текучка кадров. Они искренне надеются, что непростая экономическая ситуация скоро наладится. Тем более, что положительные моменты тоже имеют место быть. Планируем развивать в дальнейшем перевозки на пригородном направлении. На сегодняшний день мы обслуживаем более 20 населенных пунктов в районах Башкирии, но и планируем открыть маршрут в Аскарово. Также на междугородних маршрутах на летний период планируем открыть экспресс-рейсы в южном направлении. Это Анапа, Сочи, в Крым. В этом направлении ведутся переговоры, так что работа продолжается. Те, кто хоть как-то разбирается в технике, поймет, иногда случаются и поломки, возникают и непредвиденные обстоятельства, поэтому иногда водителям приходится выслушивать не совсем приятные отзывы. А слесаря и электрики АТП, так называемые бойцы невидимого фронта, в это время должны как можно быстрее вернуть поломавшийся автобус на линию. Одним словом, работа АТПшников не из легких. Да и еще учитывая тот факт, что люди работают здесь десятилетиями, их труд точно заслуживает уважения. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Дамир Хайбуллин, Гульгина Раскильдян, телекомпания СТВ.